Ручка, паспорт, шоколадка и вода – вот все, что может принести выпускник на экзамен. С прошлого года к этому списку добавилась и маска. В связи с COVID-19 санитарные меры на пункте никто не отменял. Это температурный режим на входе, обработка рук и минимальная рассадка сдающих в кабинетах. У нас на 406-м пункте заявлено 212 участников с 4 школ города Назрани и города Магаз. Есть 3 аудитории специализированные для детей с ограниченными возможностями здоровья. На пункте приняты все санитарно-эпидемиологические условия, есть материально-технические условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. И, конечно, предприняты все условия для объективной процедуры проведения единого государственного экзамена. Неизменным, пожалуй, остается одно – волнение самих сдающих перед написанием работы. Не обошло оно и отличницу и возможную золотую медалистку Айшат Албагачиеву. Для получения заветной медали ей важно сдать все экзамены на отлично, поэтому к высоким баллам девушка готовила себя еще с 9 класса. И не сомневается, все старания обязательно окупятся. У меня уже был экзамен по химии, до этого я очень сильно переживала, потому что от всех выпускников и слышала только что реально, что ЕГЭ это очень сложно и порой попадаются прям невозможно задания, которые невозможно выполнить. Вот. Но на химии я убедилась в обратном. Вот. И я искренне верю в то, что если вот ты на протяжении всего года готовился, старался, то Аллах не оставит без поощрения все твои старания. Вот. И на химии, опять же, я убедилась в этом и очень надеюсь, что на русском будет так же. А вот Ислам Дикажев уверен, волноваться понапрасну не стоит, если это не поможет сдаче. Честно признается, учился он не на отлично, но к ЕГЭ подошел ответственно. Я готовился со своими учителями где-то в середине 10 класса, упорно. На самом деле очень сильно волновался, до конца 11 класса. В конце все-таки смирился с тем, что будет. А на какие баллы рассчитываешь? Я рассчитываю на баллов 60 хотя бы. Один из самых массовых экзаменов по русскому в регионе сдает более 2500 ингушских выпускников, причем в 2 дня в связи с ограничительными мерами по ковиду. Уже традиционно для прозрачности процесса на пункте есть металлодетекторы и металлоискатели, камеры видеонаблюдения в каждом кабинете. За ходом сдачи также следят и федеральные общественные наблюдатели. Оценили условия проведения ЕГЭ на этом пункте руководитель Минобра региона Эсет Бокова и заместитель руководителя Рособорнадзора Борис Чернышов. Великолепные условия. Я хотел бы одну вещь сказать, поблагодарить руководство республики в лице главы, в лице министра образования, потому что одна из самых лучших техник стоит здесь. То есть впервые за всю историю сканирования результатов материалов, которые ребята сдают после экзамена, сразу в аудитории. То есть только они отдали листочек со своими результатами, это все отсканировалось, и руки человека никто не трогает, чтобы понимали те, кто готовились, что никто не повлияет на их результаты. В республике вообще задействовано сегодня 8 пунктов проведения. Все они развернуты на базе образовательных учреждений. Готовность республики в целом к проведению всех экзаменов, она стопроцентная. В этом году особенность единого госэкзамена заключается в том, что контрольно-измерительные материалы приходят через сеть интернет-передачи и сканирование в аудитории, что позволяет избежать все возможные нарушения при подведении итогов, и полная прозрачность, объективность обеспечивается таким образом. КИМ по-русскому состоит из 34 заданий, плюс сочинение. Распечатывается он тут же на месте, так что узнать о заданиях заранее у ребят не получится. Организаторы также призывают задающих не проносить никаких гаджетов и шпаргалок. Конечно, они не уверены некоторые в себе, даже если уверены, думают, может воспользоваться, может понадобиться. Были нарушения, шпаргалки пытались пронести, но они сразу же выявлялись, и эти дети были удалены с актом. Они имеют право пересдавать только в следующем году этот предмет. Всегда есть возможность переписать в следующий раз. То есть не надо переживать. Никакие неудачи никого не сломят, наоборот, будет все хорошо. Мы общались и с учителями, и с детьми собирали недавно абсолютно. И видим, что они готовы к тому, чтобы показать все свои знания и потом уже с полученными результатами ЕГЭ прийти в лучшие вузы страны.
Если по какой-либо причине у выпускника не получилось сдать в основные дни, можно попытать удачу в резервные. Они назначены с 28 июня по 14 июля. Также существует еще один дополнительный день для тех, кто не смог сдать экзамен в указанные даты. Это 17 июля. Дана Плиева, Магомед Белакиев. Новости 24.